Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазском государственном университете проходят вступительные экзамены по различным специальностям. Народное гуляние, конное шествие со знаменами, праздничный концерт. В Сухуми отметили День государственного флага. В Пицунде прошли соревнования на Кубок памяти Сергея Багапши. Президент Абхазии Аслан Джаня провел встречу с представителями научной и творческой интеллигенции. Открывая встречу, глава государства заявил о желании провести открытый разговор в неформальном формате, отметив, что всегда выступает за диалог между государством и обществом. Аслан Джаня рассказал о положении дел в различных направлениях жизнедеятельности страны. В свою очередь, представители научного сообщества рассказали о проблемных вопросах, существующих в академической среде и путях их решения. Также в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы текущей повестки. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездную проверку территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту ПСО. В центре внимания министра обеспечение общественного порядка и соблюдение правил парковки на указанном участке. Как сообщается на сайте ведомства, подразделения МВД будут проверять у водителей наличие разрешительных документов на право осуществления пассажирских перевозок, пресекать управление автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии и применять к таковым законные меры взыскания, а также контролировать соблюдение правил парковки и стоянки автомобилей. Роберт Киут взял под личный контроль исполнения сотрудниками милиции поставленных перед ними задач. Лето – это не только время отдыха, морского бриза и яркого солнца, но еще жаркая пора для молодых людей, поступающих в вузы. В эти дни в стенах Абхазского государственного университета проходят вступительные экзамены по различным специальностям. Статистика показывает, что большой популярностью среди абитуриентов пользуется направление туризма. Немало молодых людей уже поступили на открывшуюся новую специальность в АГУ – дирижер академического хора. О том, как проходят вступительные испытания, расскажет Гугут Савардани. Готова, все выучила, знаю, отвечу. Все выучено и, наверное, не раз повторялось, но студенты все же нервничают перед входом в экзаменационный кабинет. Милана Гварамия поступает на экономический факультет. Один экзамен она уже успешно сдала. Впереди еще два. Сегодня будет экономика и 30 июля последний русский. Прием документов от абитуриентов в АГУ стартовал 3 июля и длился до 14 числа. Экзамены начались с 17. Всего на обучение подали документы 654 человека. В этом году большой популярностью среди поступающих пользуется направление туризм. Подано 70 заявлений от абитуриентов. Эта сфера, во-первых, развивается у нас в Абхазии. Во-вторых, предметы, которые в этой сфере, мне очень даются, поэтому я выбрал эту сферу. Поддерживают молодых людей и болеют за них родители и педагоги. Сейчас, надеюсь, детки меня не подведут и сдадут на хорошие оценки. Пока не сдают еще. Мы прошли всю программу на ШПП, все мы успели, все отлично завершили. Аттестацию тоже прошли хорошо. Так что я ими довольна. Надеюсь, они не растеряются и не подведут меня там. Кто-то вышел уже? Пока один мальчик уже ответил, говорят, 3 получил, но он сказал, что он сам растерялся, там, перенервничал. Прием абитуриентов в АГУ ведется по 38 специальностям. В этом году впервые в истории университета открылась новая специальность – дирижер академического хора. Кстати, на нее уже поступили 11 человек. Обязательное условие при поступлении – музыкальное образование. Все они заканчивали музыкальное училище Сухумское. Один человек только, школьник, который закончил это из Ачамчирского района, Кучберия. Но он там музыкальную школу заканчивал и год готовился, чтобы поступить сюда к нам. Специальности пока будут проходить на базе хоровой капеллы, руководитель хородижевского направления, народный артист Абхазии Надар Чанба. И многие преподаватели, которые вот закончили консерваторию, приехали к нам, работают.
Там очень много специальностей, которые они проходят. Безусловно, набор. Мы сейчас делаем как раз набор преподавателей. Все программы, кстати говоря, это академические, это по программе Московской консерватории занимается. Это ваша идея была открыть вот такое? Ну, это можно сказать, да, и моя в том числе, но здесь моя сторона Дарчанба. Мы обсуждали это несколько лет, это не одним днем. Такие вещи происходят. Мы проанализировали ситуацию и посчитали нужным в этом году, и ректор нас поддержал. Факультет искусств пользуется большим спросом среди абитуриентов, особенно такие направления, как графический дизайн и дизайн костюма. Уровень подготовки хороший, кстати говоря, в этом году, как и в прошлом, впрочем, да. Ну, есть места, где надо дорабатывать, безусловно. Я имею в виду в подготовительном направлении, безусловно. Особенно по художественным направлениям. Но по районам особенно тяжелее, потому что в Сухуми, в городах работают студии уже. Достаточно студий из наших выпускников, преподавателей. Но есть тяжелые районы тоже, мы им помогаем. Конечно, безусловно, их надо готовить и готовить. К сожалению, по словам педагогов, с каждым годом количество поступающих абитуриентов на филологический факультет уменьшается. Абхазский язык и литература, русский язык и литература, английский и немецкий языки – эти специальности выбирают все меньше молодых людей. По таким направлениям, как химия, математика, актерское мастерство, в этом году набор не состоялся и вовсе. В Абхазском госуниверситете утверждено 366 бюджетных мест. Из них 46 уже освоены победителями и призерами Олимпиады школьников «Путь к вершинам». Оставшееся количество будет распределено по итогам вступительных испытаний, которые завершатся 30 июля. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Центральная районная больница города Галы и Сухумская городская поликлиника получили в дар от Дома Москвы в Сухуми медицинские изделия индивидуального пользования. Это телескопические костыли, ходунки, противопролежневые матрасы, инвалидные коляски, аппараты для измерения артериального давления и концентрации глюкозы в крови. Как сообщает пресс-служба Дома Москвы, помощь оказана в рамках реализации программы правительства Москвы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Уголовные дела возбуждены по факту возделывания наркосодержащих растений. Житель села Лдза Гагарского района выращивал коноплю на своем участке. Также запрещенные растения конопли культивировал житель села Гада. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Незаконное возделывание наркосодержащих растений вменяется жителю Гагарского района Мумджан Кару Азатовичу, 1967 года рождения. В ходе обследования приусадебного участка гражданина Мумджан в селе Лдза сотрудники уголовного розыска и отдела милиции города Пицунда Управления внутренних дел по Гагарскому району изъяли корни растений конопли, которые на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент и могут служить сырьем для изготовления наркотического средства. Отделом дознания Гагарского РУВД в отношении Кару Мумджан по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. Аналогичное преступление, совершенное в крупном размере, расследуется следственным подразделением отдела внутренних дел по Ачимчирскому району. Запрещенный к возделыванию растения конопли незаконно культивировал по месту жительства в селе Гвада Тодуа Мурман Шалодевич, 1961 года рождения. Оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию наркосодержащих растений провели сотрудники уголовного розыска Ачимчирского РОВД. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия, в отношении гражданина Тодуа возбуждено уголовное дело. Народные гуляния, конное шествие со знаменами, праздничный концерт. В Сухуме 23 июля отметили День государственного флага. Жители и гости столицы могли увидеть исторические знамена, красочные национальные костюмы и еще много интересного. В атмосферу праздника окунулась Алика Трапш.
Ежегодно День государственного флага Абхазии широко отмечается в республике. Традиционно гости и жители нашей страны устремляются на набережную столицы, где и проходят основные торжества. Песни, танцы, гуляния в национальной одежде. Всюду царила праздничная атмосфера. От площади у Абхазского драмтеатра до площади Багапши состоялось конное шествие. Воспитанники детской конной спортивной школы «Леон» верхом на лошадях с государственным флагом Абхазии прошествовали. Следом за ними 16 знамен, которые отражали государственность в разные исторические периоды становления Абхазии, пронесли спортсмены, танцоры, активисты. Уже по сложившейся традиции в этот день многие взрослые и даже дети с гордостью надевают национальную одежду и выходят на народные гуляния. Желающих с ними сфотографироваться туристов и местных жителей оказалось немало. Все в хорошем настроении поздравляли друг друга с праздником. Сегодня, безусловно, большой праздник, День флага Республики Абхазия, который подчеркивает нашу идентичность. Мы под нашим флагом выступаем на всевозможных аренах, будь то политическая, дипломатическая, спортивная, молодежная. И поэтому мы от всего сердца, от всей души хотим поздравить весь наш народ Республики Абхазия, пожелать нам мира, добра, процветания, благополучия, чтобы то развитие, которое мы видим изо дня в день, чтобы оно с каждым днем приумножалось. Это не просто наш флаг, это то знамя, под которым мы добились нашей победы, нашей свободы. И дальше будем продолжать идти под этим знаменем, добиваться дальнейших побед, пусть это на международной арене, такие как международное признание и так далее. То есть знамя – это такое родное, то, что ведет всегда все общество. Мы должны чтить его, помнить и с этим знаменем идти гордо, с гордой поднятой головой. На площади Багапш для гостей и жителей республики был организован праздничный концерт с участием звезд абхазской эстрады. Хор государственного ансамбля «Песни и танцы Абхазии» исполнил народные песни. Жители и гостей республики порадовали своим мастерством танцоры государственного ансамбля «Кавказ». Мероприятия, посвященные празднованию Дня государственного флага Абхазии, были организованы Госкомитетом по делам молодежи и спорту и столичной администрацией. Алика Трапшалхас Псардия, Константин Парулова, Абхазское телевидение. С 31 июля по 4 августа в Пицунском храме пройдет первый Пицунский международный музыкальный фестиваль. Сообщается на странице фестиваля в соцсети Facebook. Художественный руководитель фестиваля – студент Московской консерватории имени Чайковского Барас Куджба. У посетителей будет уникальная возможность послушать артистов из России, Турции, Канады, Армении, США и Абхазии. В фестивале будет принимать участие Государственная хоровая капелла Абхазии. В этом году все собранные средства будут направлены на благотворительность, также для приобретения нового концертного рояля для концертного зала храма. Нестор Богателя стал победителем турнира «Кубок Анатолия Карпова» в рамках «Москва Open 2023». В турнире, который продолжался с 16 по 24 июля, участвовали более 1000 шахматистов из 8 стран. Абхазию представляли юные шахматисты Нестор Богателя, Баграт Киут и Анна Палаванце. В основном турнире они также показали хорошие результаты. Поездка абхазских шахматистов в Москву состоялась при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту и Федерации шахмат Абхазии.
Команда Гудаута стала победителем Кубка памяти Сергея Багапши по баскетболу формата 3х3. Соревнования проходили в Пицунде на территории пансионата «Литфонд» в минувшие выходные. Второе место у гагарской команды «Реал». Бронзовым призером стала команда «Дранды». Все детали в репортаже Рады Чичава. Всего в турнире принимали участие 12 команд. Соревнования являлись отборочным турниром открытой межрегиональной лиги баскетбола 3х3, победитель которого отправится на финал дивизиона Лига Регион в Тулу. География нашего Кубка памяти Сергея Васильевича 3х3 расширилась. До этого в основном принимали участие гагарские команды, гудаутские и Пицунды. А сегодня уже ребята принимают участие из Гулирибского района, с города Сухум, с Ачамчири. И, в общем, мы потихоньку расширяем географию участников. Вот. Вчера я проходил еще и детский турнир, в котором принимали команды и девочек, и мальчиков. Это в основном были 2006-2007 годы. Вот. 24 команды всего вчера играло. Конечно же, есть призовые места, и сегодня они будут, но сегодня сейчас участие принимают, вы знаете, взрослые команды. И первая команда, которая победит, она будет иметь возможность выехать в Россию, принять участие в межрегиональной лиге баскетбола 3х3. По словам председателя комитета по делам молодежи и спорта Тараша Хагба, выступавшего одним из организаторов турнира, проведение подобных спортивных мероприятий особенно важно для развития спорта республики. Очень важно, что это мероприятие уже несколько лет проводится. Сегодня это популяризация данного вида спорта, а мы переживаем и мы обязаны проводить такие мероприятия ежегодно. Сегодня у нас культивируется 39 федераций, то есть наша задача развивать каждое направление. И, конечно же, когда мы видим такие мероприятия, которые проходят на высоком уровне, нас это только радует. Турнир проходил в Пицунде на специальном баскетбольном стадионе со шведским покрытием на территории прибрежного пансионата «Литфонд». Организатором турнира выступил Центр современных спортивных технологий при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту, а также Федерации баскетбола республики. Мы все очень рады, что мы играем Кубок памяти человека, которого мы очень хорошо знали, которого очень любили, с которым дружили. Он был прекрасным человеком, политиком, но он еще был прекрасным баскетболистом. Поэтому я думаю, что очень справедливо, что вид спорта баскетбол Абхазии принадлежит его имени. 3 года назад 4 уже мужчины, которые стояли в строю, они ребятами приезжали к нам на турнир в Смоленск еще школьниками. Они растут, они остались в баскетболе, они любят, играют. Это самое важное. Огромное спасибо президенту Республики Абхазия, правительству Республики Абхазия, Госкомспорту. Я не перечисляю всех людей, семье Сергея Васильевича Багапши, которые вкладывают душу в это. Победителем Кубка по баскетболу 3х3 памяти Сергея Багапши стала команда Гудаута. Второе место за гагарской командой «Реал», а бронзовым призером стала команда «Дранды». Также Государственный комитет по делам молодежи и спорту выразил благодарность первому заместителю генерального директора по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Джумберу Кебучава и советнику министра спорта России Сергею Фомину за оказанную поддержку. Хочется сказать слова благодарности от руководства нашей страны, в частности, от президента Аслана Георгиевича Абжания, от премьер-министра нашей страны Александра Золотинского Анкваб, тем людям, которые вносят вклад в реализацию данного мероприятия. Во время официального открытия Сергей Фомин вручил Тарашу Хагба памятные подарки. Таких экземпляров всего 500. Эта книга выпущена «История советского и российского баскетбола». Это уникальное издание, и здесь есть строки и об абхазском баскетболе, который всегда был очень популярен как вид спорта. Победители турнира были награждены кубками и специальными призами. Рада Чичава, Заур Кварче, Абхазское телевидение. 25 июля с 10 до 13 часов дня будет прекращена подача электроэнергии в некоторых районах Сухума. Как сообщает СУЭС, света не будет по улицам Имама Шамиля, Чачба, Спортивной, Вардания, Агумава. 4 марта от Басария до улицы Генерала Дбар и Налыпа, Гулья, Джонуа, Амичба. Ограничения в подаче электроэнергии связаны с ремонтными работами. А сейчас прогноз погоды.
По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 25 июля, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен дождь, гроза, туман, днем осадки маловероятны. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем плюс 26-31. Температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго.